Вот уже почти ночь, и мы пойдем сейчас в ресторан. Там должны петь, и мы будем слушать живую музыку, если там поют. Вот, видите, светится в ресторане все. Скорее всего, поют. Вот. Такой замечательный здесь холл, конечно. Ловлю счастливые минуты. Конечно, очень много работы было сегодня. Устала. Жду Владимира Николаевича. Тут лифт, кстати, есть. Но мы не ходим в лифт никогда. Я не захожу в лифт. Есть у меня ахиллесова пята, что я не езжу в лифте никогда. Ну что, Владимир Николаевич, ты собрался? Угу. Мы сегодня слушали в такси по радио, что призывают беречь экологию и вместо пластиковых трубочек, когда вы пьете кофе или коктейли, использовать макаронины. Как вам такая идея? Мне эта идея очень понравилась на самом-то деле. Честно. И я думаю, если купить полые макаронины, их надо, наверное, в рюкзачок положить. И каждый раз, когда я пью на улице кофе, засовывать вместо трубочки полую макаронину. Интересно, как это будет выглядеть? Но в любом случае экология, положительный экологический фон мне дороже, поэтому нужно, наверное, пить через макаронину. Еще нужно где-то найти хорошие, полые, длинные макаронины. Да, вроде как музон есть. Сейчас будем тусоваться. Да, точно. Ну все, вы сейчас идете с нами слушать живую музыку в замке Несельбек. А еще мы сегодня узнали, что мы единственные постояльцы замка. В ресторане, конечно, люди есть, а вот в замке никого, только мы. Я не умею открывать, вот до сих пор не научилась, уже сколько времени. Здравствуйте. Куда присядем? Там, где мы были, нет? Пересесть решили. А здесь-то холодина, наверное, да? Холодно? Нет? Сейчас узнаем. Вот, здесь нам будет гораздо лучше видно.
там, если со второго этажа подняться, то там тоже, конечно, красивый вид открывается. Не знаю, сможем мы подняться или нет. Вот. Там вот в телевизоре показывается, какие проводятся здесь мероприятия, конкурсы. Народу сегодня очень много. Сейчас будет еще песня. Очень хорошая живая музыка. Уже я возьму. Ну вот мороженое буду и чай, наверное. Только вот я не знаю какой. Потому что я что-то не хочу травяной. Этот брал. Горная трава. Давай вот этот возьмем. Да. Я скажу, ты закажи тогда пока мороженое. Красота. Я прошу тебя, не спеши, давай сделаем это стильно. Попросила дай мне жить, а я влюбилась снова сильно. Попала в сердце мне более трудно, а я тобой ранена и бедна. А я танцую совсем буря, была тобой раздета. Знаешь, что уже не цель, эти взгляды мне об этом напомнят. Твои руки на израненном теле обнуляют мой моральный облик. Что-то правда мне домой навсегда разбросается. Если чувствую грязь, где ты знаешь, что надо остаться. Что с тобой будет потом, что с тобой будет дальше. Как я тебя правда смогла, все эти ночи раньше. Бэм, 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 на поражение. Бэм, 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 и раньше. Бэм, 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 и пробуждение. Бэм, скорее убей меня, давай. Бэм, 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 и поражение. Бэм, 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 и раньше. Бэм, 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 и пробуждение. Бэм, скорее убей меня, давай, давай. Попал в сердце я более дура, а я тобой ранена и бедна. А я танцую совсем буря, была тобой раздета. Что-то танцует ко мне, как нужно. Ты хочешь на стоп, и я здесь безоружен. Только не стоит стрелять в меня тут же. Классно. Пошла есть мороженое. Вид сверху очень хорош. Хорош. Реально. Тобой сухом солнце, ждаться ног победы, девчонка смешного вкуса, последний день все лето. Когда не знали умные, что жизнь незаметно тает, горчит на губах разлукой, дышание по нам взбивает. Очень грустно.
все наоборот. И снова кружение Стоит. когда теперь тоскую, и грешное сердце честно, такое сумбурство руцее, Твою мать. мое молодое счастье, девчонка смешного вкуса. Ты теперь, мне без тебя очень грустно. Все от работы, голова. И хорошие песни Но мы сегодня. продолжаем наш вечер, и очень-очень-очень хочется от всего коллектива «Золотого СНГ» поздравить нашу замечательную, прекрасную, любимую, очаровательную Натику с прошедшим днем рождения. Надя, мы тебе желаем всего самого-самого крутого, яркого, позитивного. Поздравляю. Чтобы твоя жизнь была вот такой, какой ты всегда мечтала. Вот все, что хочешь, все, что в понятие счастья вкладываешь, пусть обязательно это станет реальностью. Но для тебя эта песня прозвучит прямо сейчас, потому что, как мне сказали, она твоя самая-самая любимая, и поэтому я не буду портить ее своим вокалом, а оставлю право подарить тебе музыкальный подарок самой Джованни Зигарь. Для дня рождения ансамбля на СНГ. Будь счастлив, в твоей жизни все будет как в городе есть. Так, сейчас просто включили магнитофон. Подождем, когда снова... Или нет, петь будут. Это будут петь или просто музыку включить? Просто музыку, да? Ну тогда сейчас немножечко выключим, потом еще включим.
Zabierać słabowice, nie umiewają szalona nie móc, dani mi nie waliczy, ona mi ostajecie, trochę pianiną, a stałe spianiną, na nieronie, ułamana, trochę pianiną. Знаешь, может быть, я не за тебя скажу, занес невозможно не прими. Все это бежал, как устроить запишу, вот уже зеленые огни. Обними меня покрепче, но на миг подстанет легче. Пять минут, 5 минут, 5 минут, осталось 5 минут, на перроне, у ворот, только 5 Вот мы уже возвращаемся с нашей вечеринки. Идем к себе в номер. Вот. Хорошо отдохнули, посидели. И теперь мы будем подниматься к себе. Очень нам понравились певцы, которые пели. Вот. Живая музыка. Это всегда приятно. Вот так вот. Так что пошли мы к себе в номер. Итак, мы тут в постельке уже лежим. Вот. Мы решили прочитать вам легенду Крапивного ручья на ночь. Нессельбек или легенда Крапивного ручья. Летом 1563 года рыбаки выловили в Курском заливе чудовище рыбу-льва. Кожа его была покрыта короткой шерстью, голова львиная с гривой, уши, пасть и язык были у него как у льва. Передние лапы короткие, с когтями, но задних не было вовсе, а вместо них рыбий хвост, покрытый бугристой чешуей. Говорили, что, когда его тащили сетью из воды, он издал страшный вопль, и многие увидели в этом предзнаменование несчастий для Пруссии. Однако рыбаки, зная страсть герцога Альбрехта к диковинам, не отпустили водяного льва в залив, как того требовали многие, а посадили его в гигантскую бочку и повезли в замок Кёнигсберг. Но не довезли. Как и предсказывали знающие люди, в Кёнигсберге начались волнения против захвативших власть чужаков Пауля Скалиха. Рыбу-льва отставили в паре миль от городского предместья Квиднау. Там, возле небольшого поселка, на ручье устроили запруду и выпустили туда чудовище, чтобы позже, когда улягутся страсти, подарить его герцогу. И сразу же тот поселок постигли неприятности. Мало того, что лев страшно выл и рычал по ночам, так еще по всей округе домашняя птица перестала нестись, а коровы давать молоко. А берега водоема в одну ночь поросли густой крапивой, отчего и поселок с тех пор получил название Нессельбек — Крапивный ручей. Те смельчаки, которые отважились подойти близко к водоему со львом, в ужасе бежали прочь и надолго лишались дара речи. Столь страшен был вид чудовища. Среди крестьян начались волнения, люди хотели избавиться от постигшей их напасти.
А надо сказать, что в тех местах жили в основном люди из прусского племени самбов, которые хоть и считались христианами, но во многом еще придерживались старых обрядов и верований. Вот они и позвали одного мудрого человека из рода жрецов Вайделотов посоветоваться. Как быть с чудовищем? Убить его страшно, да и везти назад в залив тоже нехорошо. Вдруг герцог прознает про самоуправство, тогда не миновать расправы. Остался Вайделот в поселке на ночь, и, как стемнело, подошел к водоему тихо, было в ту ночь. На утро жрец собрал народ и молвил: «Поговорил я с водяным львом. Очень он просит отпустить его на волю в залив, а взамен обещает устроить так, чтобы на дне запруды забил источник с крепким пивом, которое не иссякнет до тех пор, пока не ударят морозы. А за гнев герцога не беспокойтесь. Его как раз сейчас схватила кондрашка, разбил паралич на одну сторону». Не то водяной лев был виноват в болезни герцога, не то спиритические сеансы Павла Скалиха, кто теперь знает. А крестьяне погрузили рыбу льва в бочку, да на телегу, запряженную 4 лошадей, отвезли к заливу и выпустили там на свободу. И остался герцог без водяного льва, зато крестьяне из Нессельбека все лето пили крепкое сладкое пиво из водоема у своего поселка. С того самого времени Нессельбек стал знаменитым, и до сих пор хранят здесь секрет варки чудесного крапивного пива. Говорят, что один из далеких потомков прусских витингов или викингов все-таки, получивших эти земли в удел, построил здесь замок, а на своем гербе изобразил легендарное чудовище рыбу льва из крапивного ручья. Правда это или нет, теперь уже никто не знает. Но одно известно точно. Нет лучше пива, чем то, что и по сей день варится в Нессельбеке. Ведь сам замок впоследствии разрушенный и почти 3 века лежавший в руинах, к счастью, сегодня восстановлен и на радость многочисленным ценителям знаменитого пива радушно принимает гостей со всего света. Радушно-то радушно, Владимир Николаевич. Ну вот одни мы сегодня в замке, а радушно он принял всех в ресторане сегодня. А вот что происходит, когда ты один ночуешь в башне с женой, я ничего не знаю. Но мы ходили в музей пыток и поняли, что если вдруг Владимир Николаевич маньяк, то ему нужны инструменты. Да. Чтобы получить инструменты, нужно купить билетик в музей и отдать его бабушке. Билетерши. А при покупке билетика, возможно, выяснится такое, что нет, не работает тут никакая бабушка-билетерша. А помните, как она прихихикивала, когда мы ее спрашивали про привидений? Нет здесь Говорила, никаких нет, привидений. Хи-хи-хи-хи-хи. Такая хитренькая бабушка. Интересно, она вообще на видеосъемке отобразилась или нет? Ну, вы нам, конечно, расскажете об этом. Владимир Николаевич, у тебя какие-нибудь страшные истории были когда-нибудь в жизни? Вообще не было такого. А у меня очень страшные были. Очень. Кстати, мы тут ехали на днях в такси, и мужик рассказывал в такси, что, мол, был подростком и увидел большое привидение. Но он не знает, привидение это или не привидение. Он вышел в уличный туалет в своем доме и увидел огромные светящиеся глаза. Владимир Николаевич тут же резонно его спросил, а не кошка ли это была? И он говорит, да вы что, по размеру никогда в жизни с кошкой не соотнесутся такие глазищи. Смотрели они на меня в упор и неподвижно. Я моргнул, протер глаза, вылупился, а они все равно смотрят. И что вы, говорит, думаете, я сделал как подросток? Я поступил неадекватно. Как побегу я, говорит, на эти глаза и кричу. Добегаю, говорит, я до туалета, а глаза пропали. Вот так-то. Но у меня были покруче, конечно, истории, всякие страшные в жизни. Ну вот, например, как у меня вообще раскрылись мои способности. Я с 2 лет разговаривала со своим дедушкой, который умер за 6 лет до моего рождения. И я видела его совершенно ясно и четко. И потом, ну я же в 2 года еще
не могла объяснить это все. То есть я что-то показывала, что-то рассказывала, меня никто не понимал. А потом, когда я уже выросла, я с ним очень долго разговаривала, несколько лет. А когда я выросла и бабушке все это рассказала, она сказала, что в шоке от того, что откуда я это знаю про дедушку. Вот так. Такие всякие вот мистические истории у меня очень много происходили в жизни. Ну, необъяснимые совершенно. Вот однажды мама моя летела в самолете в Узбекистан, в Ташкент. А я же этого тоже, мне года 3 или 4 было, я не знала про это. Но она говорит, что в 3 часа ночи самолет попал в какую-то турбулентность такую, что думали даже, что он разобьется. А ровно в 3 часа ночи, совершенно на другом конце, там, не знаю, земного шара, я проснулась в это же время, подбежала к окну, сказала: бабушка, показываю в окно наверх, говорю: мама там летит в самолете, мол, мама там на небе. И потом они, когда сверились, оказалось, вот я в это же время встала, и, ну, маленькая, и показывала наверх, что с мамой там, видимо, что-то я почувствовала или что. Они прям время сверили, что в это же время самолет очень сильно трясло. И даже думали, что он, скорее всего, упадет. Ну, или мама так сильно испугалась. И я почувствовала, не знаю. У меня особо таких мистических страшных историй нет в детстве, но таланты к яснознанию у меня как бы раскрылись случайным образом. От меня невозможно было в детстве спрятать конфеты. Вот где бы ни прятали конфеты, я просто приходил в то место и брал их. То есть я не знал, где там родители, либо мама, либо отец их спрятали. Я знаю, что они их купили. Все. Иду в случайное место, вот чувствую просто, вот как ведет. Беру конфеты. И когда они говорили: вот мы спрятали конфеты, сможешь найти? Я как делал? Я становился спокойно, закрывал глаза, отпускал все мысли, все чувства и концентрировался на чувстве, что я знаю, где лежат конфеты. Не просто мысль, а вот чувство, которое пронзает все тело, каждую клетку тела. Вот по пальцам рук, по пальцам ног идет. Проникает через все. Я когда концентрировался на этом чувстве, у меня как внутри озарение приходило, не картинка, а вот просто знание. Я знаю, где эти конфеты. И я шел в место, где родители всегда новое придумывали, где точно я не рылся, где родители раньше не прятали, я просто брал и доставал оттуда конфеты. Не всегда бывало в юности это с первого раза получалось, но 2-3 попытки и все. Если в доме были конфеты, я их мог найти в любой момент. Вот такие истории. Ну, ты знаешь, я тебе могу что сказать, что сейчас, если я спрячу конфеты, я на 200% могу знать, что ты их найдешь, потому что ты очень любишь конфеты. Вот. Это точно. Сгоняешь. Да. Расскажите, дорогие, какие у вас были необычные в жизни истории. Потому что мы сейчас находимся одни в страшном темном замке. Конвертируем видео. Конвертируем видео. И здесь кроме нас и девки на ресепшене вообще никого нет. И даже некому нас, если что, защитить. Потому что все остальные люди находятся в ресторане. А ресторан — это другая башня замка. Вот то-то же. Всем пока. До новых встреч. Если что-то еще снимем, то мы вам, конечно же, покажем. Всем с добрым утром. Мы проснулись. И сейчас пойдем завтракать. Вот кто-то там уже завтракает в столовой. Там должен быть шведский стол. Вот не знаю, покормят ли нас. Все ли будет хорошо в этом плане. Сейчас узнаем. Мы такие заспанные, встаем мы очень рано. И нужно скорее идти кушать. Пока еще. Пока не началось. Особенно пока не началась наша работа. Зато здесь есть вода. Вот.
Здравствуйте, а нас будут кормить завтраком, да? Завтраком нас будут кормить? Спасибо. Спасибо. Вот сейчас мы поедим. Там должен быть хороший завтрак. Ну, в прошлый раз был более-менее нормальный. Сейчас узнаем. Так. Вот наш завтрак. Вот тут, значит, все что угодно можно брать. Это йогурты, кексы, хлеб, яйца, тосты, которые мы не можем поесть, потому что они с мясом. Так, тут что? Тут салат, тоже с мясом, тоже не сможем поесть. А тут что? Булочки, все с мясом. Одно сплошное мясо. Так, а здесь? А здесь блинчики. Здесь можно поесть блинчики. Так, Владимир Николаевич, набирай. С яблоком. С правой стороны. Вот, слева с мясом, а справа с яблоками. Набирай тогда нам. Ну, я сейчас себе тоже наберу сама. Вот. Вот такой вот завтрак. И кофе. Все есть. Ты как-то странно улыбаешься. Все хорошо? А вот еще что тут? Здесь яичница. А яичница и омлет. Значит. Хотелось пробиться. Вот такой у нас завтрак. Владимир Николаевич себе кофе налил. Больше ничего не выбрали. Фруктов на утро неохота. А с мясом мы не едим. Еще тут была раньше каша. Ну, не знаю, сейчас, наверное, есть овсянка. Можно и найти просто. Да, в общем, вот так. Мы завтракаем. Вот мы уже выезжаем из нашего номера. Ставили здесь небольшой бардачок. Но мы же не можем его прибрать. Вот мы уже выходим. И сейчас будем вызывать такси, чтобы уехать из прекрасного замка Нельсельбек. Мне тут понравилось очень. Все было круто. Надеюсь, воду включили у нас. Потому что если не включили, я могу и обидеться. И поехать еще в какой-нибудь отель. Только так. Без воды-то как? Как же я не помоюсь-то? Вот. Мне очень нравятся здесь вот эти диванчики. Вызывайте такси, Владимир Николаевич. Сейчас поедем. Я пока выйду, вот знаешь куда? Да я хотела вот в ресторан пройти и там показать площадку, которая там есть для рыцарских турниров. Хорошо. Я пройду тогда туда? Телефоном, если что. Да, я наблюдаю. Вот тут еще есть. Это выход. Так, все, значит там только площадка. Я сейчас покажу. Напоследок еще хочу площадку показать. Там проводятся рыцарские турниры и всякие там конные представления различные. Вот. Что это очень интересно. Вот нужно пройти через ресторан и выйти. Где? Вот, по-моему, вот здесь нужно выйти. Да. Это место. Ой, как больно мне. Вот. Здесь специальная вот такая площадка. Стоят кресла. И вот здесь проводят на песке всякие рыцарские турниры. Тут вот такой как бы балкон для просмотра. Там, видите, еще есть крыло замка. Не знаю, что там, честно могу сказать. Вот тут вот такая статуя. Рыцарь на коне. Вот. И вот так вот все тут. И вон там лошадки ходят. Лошадки. Красивые, коричневенькие лошадочки. Сегодня очень солнечный день, +3 на улице. Вот.
такая замковая жизнь. Ну, в принципе, в любом замке жизнь так и должна проходить, я считаю. Как же ж иначе? Только турниры всякие, конечно, представления. Это очень хорошо. Вот. Вот так замок выглядит с обратной стороны. Такой вот он сверкающий сегодня на солнце. Вот. Такой красивый. Мы с вами пойдем выходить на улицу. Вот такие вот картины прикольные. Очень шикарно. И вот тут выход на щеколде. Поэтому я пойду через тот вход выходить. Вот. Ой, так, все правильно. Нам сюда. До свидания. Вот. Здесь выхожу. Тут автоматическая дверь. И где-то мой муж. Вон он. Муж. Владимир Николаевич. Вова. Меня не видит, не слышит. Тут очень мило. Вообще сама обстановка очень хорошая, конечно. Приятная. Вот, спускаюсь. Сейчас буду ждать такси. Он мне пытается звонить, а я совсем с другой стороны. Здорово, я его надула. А они что, не живые? Это не настоящие уточки? А я все это время, когда смотрела, я думала, что это именно настоящие уточки. А у тебя нет подозрения, что это замерзли живые уточки? Ну, потому что я лед. вначале испугался, когда поближе подошел, вижу. Но они реально не настоящие, да? Мы раскрыли интригу замка Нессельбек. Уточки-то не настоящие. Вы представляете, что происходит в этом мире? Где наша машина? Подъезжает уже. Желтенький, что ли? Так, ну все, мы с вами прощаемся, друзья. Я думаю, что все прониклись духом замка, а мы поехали домой.